скинули мне видео, я посмотрел. И, честно скажу, в комментарии я не заходил, не любитель лазить или смотреть, где что пишут. Для меня это не столь важно, однако мои подписчики, братья, прислали мне скрин, который написал Артемка. Вот. Ну, благо один комментарий. Хорошо, что один. Но жалко, что до этого, когда я по его же материалам ему сказал: приходи, давай официально с книг зачитаем историю Чечни, которую ты обговаривал. Он в то время не пришел. Хотя я думаю, уверен, что нарнийцы были в эфире, они могли спокойно его пригласить. И так вот, выпустил видео. В принципе, видео на 70% еще более или менее, так скажем, по войнахской тематике подходит к якобы примирительному, мирному взаимоотношению Нохчи и Гала. Ну, войнах, и как он там указывает это все. Все бы хорошо. Конечно же, в этом видео, когда ты начинаешь просматривать, вначале вроде бы ничего не бросается, но есть очень болезненных два вопроса, которые уже 3 года муссируются и ведется такая информационная война непосредственно касаемо нашего народа. 2 момента. Я надеюсь, что посмотрят и передадут нарнийцы это видео, в котором он, первый момент, он там обсуждает исторически, там, войнахи, депортация, все бы хорошо, говорит. И до того момента, пока в 2018 году политический, или как там было правильно сказать, не наступил момент, когда ингушам, чеченцам предательски, кажется, отдали ингушские земли. Первый момент. Артемка, может быть, ты не знаешь, вот как раз таки тебе стоило бы по этим землям зайти, посмотреть. Ты же блогер, относящийся к русской нации. Ты говоришь, что ты представляешь, ты русский, христианин, православный, как бы занимаешь позицию третьего лица в этом вопросе, по крайней мере, в этом своем видеоролике или видеофильме. Не знаю, как это будет правильно для тебя. Ты у нас, походу, профессионал в этих вопросах. И первый момент, который ты говоришь, начиная вот со всего этого, в начале там еще более или менее, который ты указал, по 2018 году есть официальная версия, есть документы. Я все подряд как бы объясню тебе, чтобы было понятно. Я надеюсь, было бы неплохо, конечно, если бы ты сам появился в эфире. Наверное, ты сейчас спишь, тебе некогда. Но если вдруг кто-то здесь есть и может ему передать, будьте любезны, скажите Артемке, чтобы он зашел, и я ему покажу, что да как было, как он меня в дальнейшем упрекнул. Документально докажу это все. И второй вопрос, и
кажется, задонатил брат Апти дал Сидуэл, дал Сайол, Хаданата. Будиснек Эзешка Саудахил. Апти активно и яро поддерживает наш канал. Всегда пытается задонатить, помочь. Дал Сидуэл Апти. И вот, первый вопрос по земельному вопросу. Я надеюсь, я его раскладывать сейчас не буду, мои подписчики знают об этом все. Но если, Артемка, ты не спишь или захочешь со мной поговорить на эту тему, чтобы твой фильм не оказался очередной байкой, зайдешь, и мы с тобой поговорим об этом. Я тебе покажу, почем фунт лихом. И без троллинга, просто-напросто поговорим об этом, чьи же эти земли и кто их кому передал. И ты говоришь, что это первое между Нохчи и Алла войнахами произошедший инцидент в дальнейшем и так далее и тому подобное. К сожалению, ты не утверждал, наверное, ты не знаешь. Инцидентов было много, начиная с 92-го, 1-го, 2-го года, когда мирно расходились Нохчи и Алла по границе, был тот же инцидент, о котором ты говоришь, который был только 2008. Второй инцидент был в 1994 году, до создания комиссии. Комиссию создали. Брат Умар тоже задонатил. Умар дал Сейдуэл, да Духуахуэль, Будиснек, да Эзершка Саудахи. Второй инцидент был, может, если ты не знаешь, в 94-м. Третий инцидент был в 2003 году. В 2003 году это когда еще Ахмад Хаджи Кадыров встретился с президентом Зязиковым. Четвертый инцидент был, когда в одностороннем порядке расторгли договор, опять же, пограничной. Пятый, это я тебе просто так, я надеюсь, тебе передадут твои халуи, которые... дальше был инцидент в 2009 году, когда тихо, молча эти земли были сханырены. Потом инцидент был 2000... Если бы ты прочитал, ты же блогер от Республики Ингушетия, ты так и вроде бы... может и не от Республики Ингушетия, но в общем. Потом был инцидент. Это я тебе без даже поднимания. Доклад тебе нужно было прочитать. 900 страниц доклада или хотя бы 90 страниц. И там это указывают, они сами указывают. Был инцидент, еще когда был председатель парламента Духуах Баштаевич Абдурахманов живой. Он тоже был инцидент в 2012 году. И этих инцидентов до 2018 было достаточно. Я тебе просто показываю то, что ты, грубо говоря, сфальшивил в своем фильмеце. Ладно, об этом оставим. Возможно, ты эти не знал инциденты, но возможно, для тебя именно возвращение чеченских земель, которые в 2009 году были тихо, молча перетянуты в соседний регион. Ты только этот инцидент заметил, то, что Евкуров вернул в 2018 году. Это благо. Ладно, оставим. Продолжаем по твоему фильму. Снова я говорю тебе, не весь фильм я тебе говорю или обсуждаю. Потом мы переходим в момент, ты говоришь, я не понимаю, переходя к осетино-ингушскому конфликту, ты выполняешь задание, или, я не знаю, задание, или кто тебе текст написал, опять сценарий, кто тебе написал. Или каким образом ты писал сценарий, не зная реально ситуации о осетино-ингушском конфликте, ты пишешь
Я не понимаю одного, почему братский чеченский народ не помог ингушам в 92 году. Вот тут, Артемка, ты уже борщинул. Во-первых, не твое это дело, это раз, если честно говорить. Во-вторых, ты лжешь просто в том плане, документально, в газетах, везде. Во-первых, каким образом помогли? При вывозе наших братских студентов из Осетии, с Владикавказа, помогли чеченцы. Но мы об этом не говорим. Второе. Беженцев, которые ушли с пригородного района, приняли в городе Грозном. Третье. Неофициально. Если ты приедешь, мы встретимся в Грозном, отвезу к человеку, который непосредственно в то время, я одного из говорю, который повез и отдал в то время то, что у него было оружие, бесплатно отдал своим братьям. В-третьем, есть много случаев, где говорили, есть официально, конечно, Дудаев не помог, но неофициально помогли с беженцами. Четвертое, помогли раненым, которые были ранены в осетино-ингушском конфликте. И вот ряд вот этих вопросов, которые помогли, которые содействовали братьям своим ингушам, не зная всего этого, ты залез, говоришь, в 92 году никто ничем не помог. То есть ты упрекаешь чеченский народ, то, что они не влезли в эту войну, полномасштабную войну, ну, по словам самого первого президента Аушева, которую ты вставил в видео. Аушев говорит, это был сделанный маневр, специальный маневр для того, чтобы втянуть Чечню в военную кампанию. И также говорит и Аушев, и многие старейшины, достойные старейшины Ингушетии, говорят, хорошо, что он не влез в это, потому что если бы еще бы, объединившись, продолжалась эта война, жертв могло быть еще в разы больше. Есть такое высказывание. И даже Аушев об этом, если я не ошибаюсь, я видел видеоролики, говорил. Жертв было бы намного больше, и ситуация могла быть совсем по-другому. Мне странно, как человеку, я человек мирный, не люблю войны, мне странно слышать от блогера, российского блогера, который упрекает чеченцев, что они не встряли в войну или в инцидент между двумя субъектами Российской Федерации, что не вторглась в то время независимая республика Ичкерия. Мне это очень странно слышать. Какие цели ты преследуешь и почему ты говоришь это? Тебе не кажется, что это чересчур, попахивает какой-то разжиганием межнациональной розни? Как минимум. То есть ты упрекаешь чеченцев, что они не вторглись. И буквально через 10-15 минут ты показываешь момент, а это упрек конкретно, ты показываешь момент, что в Ингушетии были сожжены колонны российских там и так далее и тому подобное, что Грачев, ныне покойный, говорит Аушеву, что там это виноваты ингуши, и Аушев вызвал и так далее. То есть чеченцы не помогли, а когда в Чечне война началась, ингуши помогли. Чем ты занимаешься, Артемка? По-твоему, это фильм, исторический фильм? В твоем понимании это исторический фильм? В твоем понимании, как это выглядит? Как? То есть ты упрекаешь чеченцев, почему они не вступились в войну, которая была между Осетией и Ингушетией. По факту. Я просто-напросто хочу понять, в чем был твой замысел. В том, что мы не братья, если не помогли и не вступили в эту войну.
В этом плане Артемка, не знаю. Артемка, Артемыч, как тебе там еще назвать? Артем. Мне интересно. Я уверен, что, возможно, по ошибке, может быть, ты не хотел, но ты поступил очень глупо. Очень глупо. Я бы не ответил, если бы ты снял бы дальше 100% правду там о братских, войнавских отношениях. Там ты есть моменты хорошие, конечно, ты говоришь. Но вот эти два факта, лживые два факта, очень лживые два факта, безосновательно. Я говорю так, я надеюсь, что отсюда кто-нибудь сейчас ему из его поклонников напишет. Может, он зайдет, может быть. Он не зайдет, я уверен. Не зайдет. Я это знаю. Вопрос нет, Омар. Здесь по тому, как он задает темп, он говорит, братья, чеченцы, ингуши, там, в войнахе якобы мирно. Но вот эти два момента, сделав этот фильм, если мы схаваем, people схавает, мы промолчим, это получится, что Артем говорит правду. А в данной ситуации Артем лжет. И еще вы говорите, более эффективно, если бы его позвать и так далее и тому подобное. Я надеюсь, что он придет в эфир. Я бы ему задал. А если нет, пускай посмотрит прямой эфир. Если он говорит, указывает, что первый случай о том, что незаконно отдали земли, второй случай, говорит, в 92 году не помогли. Ну, благо, хорошо, если бы не помогли, там только с войной не помогли. Но тут ты упрекаешь, тут не только война. Не помогли вообще, получается, не помогли ни раненым, ни беженцам, вообще ни в чем не помогли. Вот два вопроса, которые я считаю, что это Артем Плата, блогер, он в основном от Республики Ингушетия. И теперь скрин, который мне прислали, ты говоришь, я не занимаю. Ну, я сейчас отвечу тебе на твой вопрос. Он так и записан, Плата Артем. Ничего плохого говорить не нужно, оскорблять его не нужно. Я просто по факту. Артем написал комментарий одному из моих братьев, мой подписчик, алейкум салам, мой подписчик, он написал ему, говорит, я сказал одно. Я написал Артему, чтобы он обсудил со мной вот этот фильм или тематику, было бы проще разобраться в проблемах. На что Артем ответил, и этот комментарий я хочу зачесть. Вот, запятая, как Башламов будет, Башламов, я не Башламов, я Башлам, у меня фамилия другая, Чимаев моя фамилия, будет читать официальную историю, запятая, смотреть официальные источники, запятая, а также научится не троллить и немного будет, запятая, как для блогера профессионализма, запятая, тогда можно будет с ним общаться. Он же показал себя, запятая, как мерзко поливает грязью и собирают сплетни, точка. Мне с ним не о чем говорить, точка. Уровни наши разные, многоточие. Я грязь не собираю. Ну, Артемка, ну что же ты сейчас
гонишь? Во-первых, официальная история это история с книг. Когда, если ты говоришь за прошлые комментарии, я тебе по книгам звал. У меня были книги, и я тебе официально бы предоставил, если бы ты пришел. Показывай книгу и страницу. Я опубликовал материал, ты можешь зайти у меня посмотреть со ссылками и так далее. И книгу тебе могу назвать. Ты с листка зачитывал. Так кто же из нас с тобой более правдоподобно говорит? Второе. Смотреть официальные источники. Официальный источник это Ермолов. Официальный источник это Деникин. Оба источника со ссылками, со страницей я зачитал в прямом эфире, и тому свидетели сотни и тысячи людей, которые просмотрели этот ролик. Так в чем предъява? Или ты опираешься на неких норнийцев, которые всегда, как долбоежики чекиндезовские, пытаются мне, начинают говорить, что я говорю без всяких источников и книг. Но они-то дебилы, понятное дело, что необразованные дебилы. Ты же русский парень, русский парень. Каким образом ты читать, если ты умеешь, где у меня написано страница, ссылка на исторический факт, каким образом ты можешь утверждать, что я должен на официальные исторические источники должен ссылаться? А какие еще официальные исторические источники могут быть? Мне интересно. Я думал, книги, документы, это и есть исторические документы. Я основываюсь на них в основном. Но если полевые материалы, я говорю полевые материалы. Ты говоришь читать официальную историю. А что, официальная история это только та, которую тебе засчитывают? И только вам выгодно? Странно, ну, я не знаю. А также научиться не троллить. Ну, Артем, ты же приходил ко мне в директ. Ты же мне писал. Я тебе ответил. По-человечески ответил. Когда я троллил? Когда я был у тебя вообще в эфире, чтобы тебя троллить? Я один раз ответил на твой ролик с надеждой, что ты ответишь за свои слова и за свою историю. Потому что ты задел чеченцев. Ногти ты задел. Нашу историю задел. И я тебе сказал, занимайся своей историей. То есть, если ты блогер оттуда, то своей историей. Не задевая нас, не оскорбляя нас. Я тебе больше ничего не говорил и не троллил, где я, кроме как тебе, что мне делать нечего, что ли, тобой заниматься. Потом и немного будет, как для блогера, профессионализма. Интересно, о каком профессионализме ты говоришь? Расскажи мне. Проведи мастер-класс, зайди к нам в эфир, мы поговорим, пообщаемся. Профессионал ты наш этакий. Мне очень интересно, что ты хочешь меня научить. Тогда можно будет с ним общаться. Я, честно сказать, не сильно горю желанием с тобой общаться. Мне ты как тачки пятое колесо. Но свой профессионализм можешь оставить себе. Но если у тебя есть конкретно, ты хочешь меня чему-то обучить, зайди и скажи, вот я блогер, ты блогер. Я считаю, что ты это делаешь неправильно. Тогда я тебе отвечу, что я делаю так, что я не делаю так. Ни больше, ни меньше. В Ютубе у меня нету блога. Ну, кроме того, что я вот, брат разрешил, он транслирует просто меня с прямого эфира. А так, больше ничего. Тогда можно будет с ним пообщаться. Ну, еще кто каким профессионализмом занимается, это ладно, оставим. Пускай ты будешь лучшим профессионалом, чем я. Я вижу, как ты профессионально гонишь про нашу историю. Ладно,
Он уже показал себя, как мерзко поливает грязью и собирает сплетни. Как мерзко поливает грязью. Ну да ладно. Это балабольное твое высказывание. Во-первых, я тебя грязью не поливал. Это раз. И сплетни я не собирал. Я смотрел конкретно твой ролик, который мне прислали, и отвечал на твой ролик. Поэтому было бы, наверное, правильнее, если бы ты зашел, показал, где я поливал тебя грязью и где я собирал сплетни. Если ты настоящий блогер, профессионал с большой буквы, покажи мне и докажи мне, что я собирал сплетни. Вот и все. Мне с ним не о чем говорить, ну, мне, честно, тоже. Главное, не трогай нашу историю, мне по барабану, чем ты занимаешься. Уровни наши разные, согласен, до твоего уровня я никогда не дотяну. Не дай Аллах, конечно, убережет меня Всевышний Аллах до твоего профессионализма и уровня. Уровень и наши разные, да, это я грязь не собираю. Ну, молодец. Поздравляю, если не собираешь грязь. Я рад, если это так. Однако ты занимаешься тем, как говорится, твои сказки. Вот, и все. Ладно, я надеюсь, если зайдет, мы поговорим дальше, больше внимания. Пока я разговаривал, и задонатил брат Руслан Гайтукаев. Задонатил, Аллах да саадуэл. Я это донат тогда духуахуэл, буду снег эзершка солдо кайлызинде. Вот. Еще раз я предупреждаю. Здесь скинули ссылку. Заури, если ты так сильно переживаешь по его поводу, ну напиши ему. Ему направили, сказали, чтобы он вышел на прямой эфир. Он не выходит. Ему сказали, приди к Башламу, поговори. И вот что он написал, я зачитал. Пускай зайдет, посмотрит, если ему кто-нибудь скинет ссылку, посмотрит, и уже дальше мы поговорим. Я его оскорблять не собираюсь, я не собираюсь ничего говорить. Я ответил на его 2 выпада, и мне остальное, если он зарабатывает, хавает, там, отрабатывать свои, не знаю, что-либо, это его проблема, мне до него дела нету, пускай его золотом засыпают, это его личное дело. Просто, когда делают ролики, якобы мирные, объединяющие войнахов, не нужно лгать. Не нужно лгать. Это раз. Уважаемые мои подписчики, 81 человек, я крайний и последний раз предупреждаю. У себя в эфире я не позволяю материться. Шудукдаш. Почуаха. Здесь есть сестры, здесь есть старшие, взрослые люди. И мне крайне неприятно, если вы будете себя вести подобно некоторым нарнийским упырям. Я еще раз вас прошу не делать этого. А иначе я просто-напросто должен буду вывести вас за мой эфир. В рамки моего эфира. Я не люблю мы умеем говорить грамотно, мы умеем говорить достойно. Не нужно людей материть, оскорблять, говорить каким-то языком сапожника, воендать вещь. Мади и что, помилш, солнце вещь из-за. Я вас предупредил, и как бы мы на этом, надеюсь, больше мне говорить не надо. Я не знаю, Симаз, он может быть работником каких нужно служб, чего угодно. Но я, честно сказать, с недопониманием отношусь к вот этому моменту. Почему? Потому что, ну как можно такое говорить? Антимиф. Оша. Нажим маслар дал диезвой. Аллах халга, масан халха,
Здесь любое ваше сказанное слово умножается в сотни и тысячи раз. Почему? Потому что даже за вчерашний прямой наш эфир зашло в эфир почти что 500 человек. И если 500 человек услышат ваш мат или оскорбление, жуаптал дизерду. Эти 500 стак тяж хуттару ахдиндо латиндол кан. Малиетти, шейн кинуаш малиетти, шейн цадог аддит. За ури 5 девяток, может, ты выйдешь? Так, брат Тамерлан Эхкей тайп задонатил, дал дуква ахуайл, дал будиснак эзешка соудахкил. За ури 4 девятки или 5 девяток, может, ты зайдешь в эфир, покажешь себя, свое лицо, ты с нулевым пустым окошком заходишь и учишь меня нравоучению, и сейчас утверждаешь, здесь это не первый раз и так далее и тому подобное. Здесь это не в первый раз, согласен, но я по мере своей возможности этих людей блокирую и убираю. А ты, если ты несколько раз написал, зайди, показывая свое лицо, хайдак амял далаха, сюэгдин амял. Айтаж саяш, не надо вот эти колки свои, стёбы. Если тебе есть что сказать, зайди и скажи. Ты 2 раза написал, что Артему платье я должен, я тебе еще раз объясняю. Мои подписчики попросили его прийти в эфир, позвали его. Ты говоришь это моим братьям, Заури. 5 девяток. Ты это говоришь моим братьям. Я ответственный за всех людей, которые здесь. И я, в отличие от многих других, пытаюсь, чтобы мой брат не взял себе грех на душу. Антимиф вали, измилла вали, я прошу их ради Всевышнего Аллаха вежри, шайн кинуаш малиетли. Грамотно, четко, если есть факты, по фактам. Но не оскорблять, не унижать. Вот о чем я прошу. Ой, бусулбду дюхардала. Ой, бусулбду. Юга нохчи дуай. Ва алейкум салам. Антимиф, ваша. Вот последнее слово. Аязеник дари. Мюрхча баса валах. Мюрхчум дюч валах. Маязин идваш ваша. Маязин. Сун хун хавохали цаля. Маязин. И ханна болбеш валаху адала. Пытайся сказки, ложь, провокации. А кидаектюн, личная жизнь не касается ни меня, никого. Просто, если мы будем говорить красиво, как настоящие достойные ногчи, и по фактам, по истории, по географии, просто фактами. У вас есть все факты, и я вам их выдаю. Не материтесь, я прошу ради Всевышнего Аллаха, будьте выше этого. Мы не сапожники, не базарные бабки. Извините, это не сексизм. Я просто хочу, чтобы мы были всегда на голову выше. Так. Первый транш был пробный. Руслан Гейтукаев. Руслан, дал си дуэла, дал дуква хуэла. Дал массу дикчуман тир хадейна нана массу тира хакертан тира обл са дуэл. Дал дуква хуэла. Будисник эзешка соудах кил. Башлам. Схавает этого. Дело не в том, что мусуаста, ваша. Дело не в том, что схавать или нет. Я просто-напросто его взял за 3. 2 вопроса по его видеоролику адресованы. Если бы там не были бы ногчи, я бы промолчал. Он в 2018 году сказал, что он незаконно передали земли ингушей чеченцам.
И это якобы становится преградой для братских народов. Это неправда, это ложь, это провокация. Потому что в 2018 году никаких земель, кроме как равноправных, равноценных, не возвращали, которые были взяты в 2009 году. И второй вопрос, что в 1992 году вообще не помогли братьям ингушам, это вот по его словам. Как так, братья войнахи не помогли? Я, говорю, не понимаю, как не помогли. Мне интересно, в чем не помогли? Я задаюсь вопросом. В том, что не ввязли в войну между двумя субъектами Российской Федерации. Ичкерия в то время была де юре уже независимая. Или же что не помогли? Медицинской, ну, собирали деньги, шприцы, сам хирург ингушский в Назрановской больнице, говорит, братья чеченцы помогли больше всех. Не помогли беженцам, ну, Аушев говорит, что приняли грозненские ингуши и гостиницы и все остальное, приняли ингушских беженцев. Не помогли студентам вывести из Северной Осетии. Поехала делегация, вывезла то ли 20, то ли 100 там, студентов, которые там оказались заложниками в этой ситуации. В чем не помогли? В чем не помогли конкретно? Или же есть что-то другое, в чем нужно было помочь? Я вот этого не могу понять, и это ложь. И когда он это все рассказывает, ему снизу написал один из наших подписчиков, моих подписчиков, он сказал, зачем ты, лучше бы встретился с Башламом, поговорил, приглашает его в эфир, приходи в эфир, говорит, поговори. И он там льет грязь, говорит, что я собираю грязь, там, троллю его, или что я там еще, и я не ссылаюсь на официальные исторические источники. А какие они исторические источники? Я показываю им книги, зачитываю рецензентов, говорю страницу, достаю официальные документы, будь то Чеченская республика, Росреестр, описание прохождения границ по 1934 году, читаю доклады, которые они же оставляют ссылки. Что еще вам нужно? Какие официальные еще должны быть документы? Ссылаюсь непосредственно на видео данной ситуации, на президента Республики Ингушетия, первого президента Аушева. Ссылаюсь на ссылки последнего экс-президента, ныне генерал-лейтенанта российской армии Евкурова Юнусбека. Какие еще должен я официальные видеоматериалы, документальные материалы, книги, если я... Что еще нужно? Объясните, может быть, я не понимаю. Скажите мне, какие еще официальные должны быть документы? Если вы считаете, что я предвзято отношусь, ну, тогда будьте любезны, докажите мне, где я отнесся предвзято вот в данной ситуации. Поэтому, опять же, я только ответил. Никакого троллинга, никакого оскорбления нету в адрес. Но у меня есть вопросы. Когда его позвали, он не приходит. Я, когда он в директе написал, сказал, что его атаковали якобы мои подписчики у него, я ему сказал, приди, давай поговорим. У меня в эфире. И там мои подписчики услышат твое мнение, твои подписчики услышат мое мнение. Понимаете? Вот что. В 2009 году Евкуров признал пригородный район. Флатингас 96. Ваша. Что касается по пригородному району, я не имею права туда вмешиваться. Я знаю, о чем ты говоришь, но я не имею права туда вмешиваться. Потому что, во-первых, в 2009 году уже 28 лет вы независимы от нас. То есть это не Чечено-Ингушетия, это Ингушская республика. В ваши дела вмешиваться я не имею права. Если бы это касалось вас и нас, я бы, конечно, высказался по этому мнению.
Но я не имею права, я являюсь гражданином непосредственно своей республики. Своей республики. Чеченской республики. Этого региона. Гражданина этого региона. И если я буду сейчас говорить что-то, вот то, что ты говоришь, это как раз таки разжигание межнациональной розни, что я не согласен, это несправедливо и так далее и тому подобное. Я не имею права высказаться по этому. Валикум салам. Вот. Поэтому только так. Я спрашивал, ты думаешь, историки с ним согласятся? Спросил я. Какие историки? Конкретно. Историки Северной Осетии, наверное, согласятся. Историки Республики Ингушетии, наверное, не согласятся. Вот. Когда, то есть, вы знаете, еще один момент есть в этом фильме, 2 или 3 минуты, 5 минут, сколько этот фильм длится, он начинает говорить, что кроме одного чеченца, это Окста Гуцугойч Асхабов, как-то его фамилия, что-то я не помню. Он говорит, вот этот человек, единственный человек, который там, и он выступает про пригородный Окстагу. Но, Артем, опять же ты лукавишь. 90 почти что процентов все ногчи, которые, 95% все ногчи, которые выступали у меня в прямом эфире, и когда мы говорили, всегда говорят, что пригородный район принадлежит братьям ингушан. А ты показываешь одного и говорит, и только один человек высказался, или там, и так далее, и тому подобное по этому вопросу. Но ты же лжешь. Это ложь. Так ведь? Так. Поэтому зачем такое? Апте. Аллах дал сиду алла апте, дал дуква хвал дикдешниш айларан, Аллах дал сиду ал хавизинде. Мичварова. Нет, кавказские независимые. Честно сказать, кавказские независимые, я не знаю, Ваша. Если посмотреть тут, выбирать нужно, здесь две стороны. Есть партия войны и партия мира. Если историки будут партии, независимые историки будут партией войны, они скажут, что несмотря ни на что, нужно отобрать, выступать, делать все, что угодно, но вернуть пригородный район. Мирная партия историков, они будут говорить, худой мир лучше, чем большая война и так далее и тому подобное, чтобы не допустить, категорически не допустить, опять же, провокации между Ингушетией и Осетией. Если мы, как третейские, вот, со стороны третейские судья, спросить меня, как блогера, я, конечно же, скажу, что нужно мирно договариваться. Но это должны решить между собой братья ингуши и осетины. По кавказским традициям, по закону и так далее и тому подобное. Вот и все. Но мне бывает очень сложно. К сожалению, многие историки с той стороны сейчас по вопросу ауха повели себя, даже по этому документу, повели себя не лучшим образом. Начали лить грязь, типа аух никогда не был чеченским, не был присоединен к Чечне и так далее, и тому подобное. Я не буду сейчас вот как бы влазить в эти дебри, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Почему? Потому что все-таки ногчи халхы наш бац, я не критикую, но это так. Все-таки ногчи халха наш бац. Ну, конечно, хырбац, Флатингаз 96. Конечно, бац. Ну, что ты хочешь? Были вот так одно целое.
Флатингас, вот тебе говорят, мы с тобой два брата. Мы живем с тобой в одном регионе. И когда там приходит час X, ты говоришь, сон хуец ацаля сона дакасля. Асогудиду так, дакаста улас, дакастино. Дакастин чулт я очень дюкштег, нис дек цахьет сон олез, предъяв шоа. Ладно, бог с ним, оставим пока временно, адуй твой. Эти предъявы ты переходишь один-два раза. Халхеннаш бацбаха. А как ты считаешь, халхила шудуй? 2007, 2009, 2005, 2003 год. Вы те же самые, такие же, как и были раньше, ты считаешь? Почему ты видишь только то, что ногчи там якобы? Халханаш бацбаха. Тербац. Многие ногчи мне говорят, мы просто прозрели. Мы прозрели, потому что вот за эти 3 года они показали, рассказывают про митинги, про эти плакаты, про 200 метров ковер и про многое другое рассказали. Про нагайцев, книги. Вы же все это, вы это просто вылили. И просто ночью теперь увидели это. Сюли аштунт и абейты, нагайч аштунт и абейты. Там какие-то высказывания нелепые этнографов вы выбрали, царского офицера вы выбрали. Все что угодно вы взяли, скинули на нас и говорите халхилаш бас ночи. Дэр батсон халхилаш. Шу дац халхилаш, тхо дац халхилаш. Вне всякого сомнения. Дикбер чарцани, вежри буца до дикаду. Ну а так как мы изменились? Раньше было все иначе. Понимаешь? Артем в своем фильме начал говорить уже, и говорит, Ингушско-Чеченская республика. Вот есть там, посмотрите, там есть высказывание, где он сразу понятно, то есть ставит первое ингушское, а потом чеченское. Всегда, во все времена, создание, не создание, всегда была чечено-ингушская. Нету никакой разницы, по сути это простая вещь. Но как один в один голос, когда ты делаешь то же самое, что все остальные, тогда это удивительно. Пишут Ингушетия с большой, Чечня с маленькой. Галга с большой, Новчерги с маленькой. И так далее и тому подобное. Разве это первое мы начали делать? Нет. Кюпчерги мы начали говорить? Нет. Новчерги мы начали говорить? Нет. Произошли от нагайцев мы начали говорить? Нет. От одноглазого араба мы начали говорить? Нет. Ща мелдек действовал дальше, ты просто не перестанешь. До 18 года, до 19 года я здесь своих старых подписчиков помню, как один сек говорили, не остановились. Мархи бататься все даже. Ну, начали поливать, ну, ты яхьешь, мамая, алвой, яхьешь, бадигда алмадезия, соуцаться соуч, юдич, из-за мукасту дези. Ты не знаешь, кто он, ты не знаешь, где он живет, а кишки парюкасту даться, и люди начинают отвечать так, как ты отвечаешь это. Все время мой призыв был только об одном. Яхьел, гилак дол, выжрешь дол, галгаш. Соуцбей, шейниш соуцбейш, делдаш соуцбей. А шейниш соучиш, о, тхайчар цане, тхаш кастур душом. Любой конфликт, когда произошел кизлярский конфликт, сюлиш сане, сюлиш ты махайтериш. 99% сюлиш ты хайтериш. В Панкийском ущелье, когда произошел этот инцидент по ГЭС, Валлахи,
В первом этапе 90% стали на сторону грузин. 90%. Потом уже потихоньку, когда все закончилось и грузины более умно поступили и мирно решили вопрос, тогда уже перешли на сторону панкистских братьев Нохчи, кистинцев. Там разницы не было, просто ты мог не быть на стороне никого. Ты мог сказать, маслахат нам, говорят, нет, вы приняли сторону, начали настолько абсурдные вещи обсуждать и говорить, якобы кистинцы панкийские хотят отторгнуть землю и присоединить их к Чечне. Что за чушь? Панкиси даже не граничат с Чечней. Почему? Никогда такого не было. По ауховскому вопросу то же самое. Это внутренний конфликт ауховцев. Ауховцы говорят, верните нам название нашего района и верните нам наши села и дома. Там, если ни молодой, ни горячая кровь, никто не говорил и не говорит, мы хотим отсоединиться, присоединиться к Чечне. Такого не было. Они говорили, да, верните нам наше историческое название. Поэтому ты не прав. В многих местах, многие вещи мы пытались. И говорили, и разговаривали. Но есть люди, которые слушают, а есть люди, которые не слушают. Нас упрекали калмыками, а потом написали целое письмо калмыкам, вы наши братья, там депортация, мы одинаковые, бож я за нерыш. Вот, понимаете? Упрекают меня, там, троллят, ну, я самый открытый человек, Я говорю, адуйлеш, ты столетишь, давайте мы поговорим по фактам. Шубу, тебя, молодежь, которая в интернете сидят, поливает нас грязью. Ответная реакция, ответные меры. Симметричные. Вы видели, когда толкаешь любой объект, висячий, грушу, допустим, когда ты его толкаешь, он идет в одну сторону, но он не всегда же идет в одну сторону, он и возвращается. Закон термодинамики, или как он называется, я не знаю сейчас, чтобы не ошибиться. Каждое действие имеет противодействие. Вот и все. Надо это понимать. А как это остановить? Остановить можно запросто. Алейкум салам. Остановить можно запросто. Просто-напросто вести братские разговоры. Я имею не тебя, но зашли к Кулумбекову, рассказали. И Кулумбеков тоже по такому же листочку зачитывает тот текст, который ему скинули, и начинает говорить, вот вы там это сделали, упрекает 2008 годом, упрекает грузино-абхазский конфликт. Но об этом много говорили. Но не говорит о том, что Звят Гамсахурдия, первый президент независимой Грузии, был здесь, что много братьев, грузинов, чеченцев друг другу помогали, лекарствами, медикаментами помогали Грузии, что и так далее, и тому подобное. Я не люблю сейчас говорить, об этом не говорят. Однако говорит, вот вы под Россией, и так далее, и тому подобное. Мы с грузинами по соседству, по-братски живем 1000 лет. И без всякого Кулумбекова. 1000 лет жили. Да, были исторические распри, но простой народ друг друга любит, уважает. 1000 кистинцев, проживающих, этнически относящихся к нам. 200 лет
изучая грузинскую культуру, грузинский язык, учась во всех грузинских вузах, выступая везде за грузинский народ, проживает там. А это до 20 тысяч чеченцев, если еще взять, которые разъехали. Я говорю про панкистских христианцев. Живут же хорошо. Вы посмотрите, Чухуа и остальные, как друг друга, Хасу Хангашвили, они просто настолько относятся к друг другу, просто не передать. Маша Аллах, мы рады только. Но без бытовых инцидентов, без драк, без ссор не бывает. Это было всегда. Так было, так будет. Это жизнь. Да, Резхел. Поэтому ياما صورك تالت وعامله شو никак иначе. Один-два человека, если прекратят смуту, если старейшины, которые должны быть умнее, взвешеннее, борт борш, ца дольш, ца вежра лилдой, альхамдулилlah, будет все хорошо. Мы тогда, наверное, займемся другими вопросами. Мы займемся другими вопросами. Более мирными. Ну, допустим, мы будем там изучать свою историю, этнографию. Вот. Будем пресекать. Валлахи, Флатингас 96. Валлахи, биллахи, таллахи. Нету вот такого ненависти, как ты думаешь, ни к одному народу. Ну просто и харцу лилу что ты говоришь, а они не историки, они не специалисты. Да, они историки, не специалисты. Да, не историки, они не специалисты, понимаешь? Но, если они не историки, не специалисты, вот ты же как авторитетное лицо можешь сказать, ты не прав насчет них. Ты не прав. قالوا روي ما ساجا شيء Или ты, я не знаю, Артем. Давай, если ты хочешь, рассказывай про ингушей, но оставь чеченцев, не затрагивай. Ни красного горшка не нужно. И всех ему подобных. Можно же сказать, мы сами со своими братьями поговорим, маслахат, от каждый иду аумалой. Мы сами сделаем маслахат, это наши люди. Мы с ними разберемся, поговорим. Это наши проблемы. Нам не нужны посредники, вы же можете сказать. От того, что вы скажете, ну поезжай, ну Артем не специалист или там, не знаю, Кулумбеков не историк. Но высказывание-то есть. Высказывание есть. Ну, по крайней мере, сдерживайте в конфликтных ситуациях. Межнациональных ситуациях. Вот. Собордай шерцана уаста арвах карварас. وين خيستو تو قنوي زمرت التاني غلا يعود صغاس يعملوا صغاس Как там тебе было антимиф? Я тебя вывел из эфира. Если кто-то есть его знакомый, я предупреждал. Я сказал, что здесь такие вещи не надо говорить. Малил. Питник Амил Шмадия. Понятно? Поэтому прекращайте. Так. Муахид 06, я тебя тоже предупреждаю. Я его выкинул и тебя тоже выкину. Здесь свои разборки не делайте. Зайдите к себе в директ и там разбирайтесь. ليتر ويتر دي عم لا ستعطيه Если человек не матерится,
Я пытаюсь и Доузер Групп, и всех остальных я до конца выслушиваю. И я пытаюсь им ответить, уделяю внимание. И вам аргументированно говорю, ва алейкум салам. Мы говорим аргументированно и пытаемся избежать вот этих вопросов. Поэтому цаюш до цигмадиц, садог мадиц. Говорите за себя. Так, дальше отвечаем. Но я его несколько раз предупредил. Он кьятта, он потом начинает опять нести ту же самую ерунду. Не надо. Продолжаем вопросы, отвечать на вопросы. И если вы хотите, мне не трудно, честно сказать, хотел немножко, думал, что хотя бы закончу вот эти 10 страниц сегодня, и там оставалось совсем ничего, но получается, что мы оставим это на следующий. Адаял, собор дела. Хай. Домой. Давай, пошел отсюда. Второй пошел. Есть кто-нибудь еще? Если есть желающие, без проблем. Я отправлю к Нарнийской матери его тоже. Его уже нету, Ахмад Супянов, его уже нету. Это тот же мувахид, который в прошлый раз зашел и матерился. Я его заблокировал, он сделал нижнюю черточку, уже зашел. Мувахид дуала, в любом случае, взяв арабское слово, взяв исламское слово, заходить, материться, борщиваться, кудиться дуа. И вот этот шнырь пойдет и Артему, и всем остальным начнет говорить. Меня за правду Башлам заблокировал. Меня за правду Башлам заблокировал. Мы борщ я чумща. Хэшлилер, борщ сахулон, иш тумшлиелинок. Ладно, оставим. Дальше. И кто-то задонатил. Это кто? Просто задонатил. Один из братьев. Да, Саил доната. Огромное спасибо моим братьям, сестрам. Сестер меньше, правда, которые донатят и поддерживают наш канал. Башлам, тебе надо эфиры начинать с 22, если это возможно. В это время большинство людей спят. Тимур 007, я видел твое сообщение, ты написал это. Во-первых, я начинал, с 9 часов я тоже начинал. Но, поверь мне, самое оптимальное время это 11 часов. Мне не трудно начать с 10 часов, вообще никаких проблем нет. Я могу и с 10 начать. Я начинал с 10 тоже. Но, к сожалению. Ахмад Супянов, ты видел, что я очень гуманно просил у них вести себя достойно, но не повели, пришлось выкинуть их. Башлам, да, ниц от иблисина, после дыхал Бог бан. Да, ниц от иблисина, после дыхал Бог бан. Да и рез хилоша. Пока есть достойные братья, пока есть вы, мы будем говорить, разговаривать, общаться, пытаться выяснить правду. Вы видите, мы ни от кого не скрыты, не закрытый аккаунт, открытый. Любой может запрос отправить, мы можем пообщаться, мы можем себя показать.
И еще, меня один брат попросил, и я хочу, чтобы вы, дебилы недобитые, я не вам говорю, а это послание тем, кто, не зная акинский диалект, не зная ауховцев, не зная, что это наша кровь, ногчи, цен ногчи бэш. Цейра диалект шун йоуш яца. Моя хиш церг, шо сюлей диалект ю. Сюлей диалект яци, из-за акка диалект ю. Чаберлой диалект ю, шарой диалект ю, шейна хуш доштулу, хуман цани, аухвай махкар, аухвай акка балей, уж киберш балей, шейн цеху обцевич, ернах аскер, блядь, маеш, шуба аш, я дишаца диашаш, я хумаца дина мабах, вай нохчи буш, цен нохчи буш, бусул бабош, нохчи бош, дика го вай цанец, ханиг, خلا بوش بوش ماياخ اشت قميرش ميه مديه بيدا بوش بورش دوز قميال مديه يستي حقيق الداتح كوارت باتح ميت همش. Я это говорю всем, кто говорят, что вы ценно. Бу хаахуш бол аухуай эхкиш мабах царь и сандалум. Шу просто сунца, шу мича айна, шу мича кина. Я мича дешаш. Цехуш дек ху чарик хаттиш. Шун ламрой муатхези, шун терхой муатхези, диалект на говорш, на речи боб, худу хайшун. Соса ненхой, нен ваш волчи аса, веллахни, жвачк бихах, бош терхваш до ишт. Но терхваш милш бо эрдваш, а уж сюли бо олаш. Шун вообще, со киетам бат, мич меттер, уахисин, уадехкен. شاش ديش دوتي شي كوارت بوتي خطيب خطيش خز غيلقع آليش مو اردو عتقية شو ديالكت ما خزني حسولي هو يا جورجي وان بانكي سعبش جورجي بو او خعبش سولي بو اشو ميلش دو تاق شو ميلش دو غاسكي نوخشي موات بيش بر شو ميلش دو تاق اش ميلش بو تركوي ميلش بو لا امروي ميلش بو ولا ما أتقولش ده أوشتول يهم بيتن دوش ديشتك شي كورت خلر دوش ليلوشتك أو خوي أقاي لامروي ترك خوي ملة إولي تين نخشي بوش حبوش بو كورل سوانتل شي عودل مغايتيش يدوش بيش باس это не обозначает, что ты его должен оскорблять. И ногчи омаху. Хакистиницис доуделля, ячирила, это не обозначает, что кистуай ногчивать. И ногчи, цин ногчивуй. Уарствочис доуделля, это не обозначает, что уарствой хинигу. Так можно о любом тайпе взять. Межтайповые бытовые ссоры были всегда. Диалекты были всегда. Наречия были всегда. أشويت وي that's why عليكم السلام نوخش عادت ما شور ها هو تتصور يبقدوي واو مو اردو يسندلهم سويج يازواش يكوار تقين بو تيجر بو أصحالك سو نوخش وولر باختو شا هين سويج مسار هوني عندنا ها أو خيرو ها بارش قوو الله كروتش شا دق أستين شين وجه هين سو ألديز شا موخلويز باخت موضوع أشوي اسمه أقي ديالكتيو أقي ديالكت древний диалектуис. Значит, эберла хазам, что вообще кин дуэл харду. Я шаройский районе был хам, что вообще хайда хорбу. Панки забершим асбица цабюшу. А что ли это дому? Не. Если вы думаете, там, миллион осели где-то на плоскостной территории, и вы разговариваете на литературном языке, это не дает вам права оскорблять диалекты, от которого и появился плоскостной язык, литературный язык.
Аққай матқылла сөйлей. Сөйлемеш бұца ұш бұшу. Шай ғуақы дей ағин бол. Шай тұл гелемнішті ағин бол. Мадай сейвай, он мадай. Мадейти, хумш. Аса иш жабах ас ауқя. Аш болч, тац бол, аққай шаш, отдельно қам дуй, хар дуй, вож дуй болш, қамял. Шуга бахас. Отдельно қам дуй, хар дуй, шу нах яц бахас. Шу борш дац бахас. Дац. Ой, шадик цақам ду. Ой, цаорам бо. Шу вара дейш. Эзер шу халқ ин бол дейш. Оқ нохчи чуах. Мою цер меттик. Ой, қузақ шадиш цақ дош халқи ин маду ой. Мадиқ ит ой. Мадуқ ди ой. Ашама бах. Йот шол қам цеш маях. Тай паш ду. Тухумш варш ду. Гаш ду. Неқ иду ной цақ ду. Гылбел үстіқ цұғылш савац. Дурак шоч савац. Цигаю дуракш. Хуниадин то отдельно қамду бош. Қузаю дуракш. Ха шо қамял махаз шо сөйляду. И дуракш. Массу меттяю. Но мы никогда нохчи қам не шел за человеком, который ведет в пропасть. Мы не дураки. Ой, хилищац. Ой, цаду, махаллак дает. Шу цаба ахба эзер аухо уэл. Шу талурдо шумадат. Шу шиба эзер аухо уэл. Шу талурдо шумадат. Если шу шейх алмах да астен. Тхо независимый до тхоара до вожа до эл шу дабюллой. Цигачак дает. Там таких независимых 38 народов. Царна цахалоят шун ницба. Обложить да кидегда. Аудал хил ищяц. Аухай это ауховцы. Аухай оцуна. Аухай махк. Аух махк. Нохчи матты дахча. Аухай хуле. Раск матты дахча. Ауховч хуле. Ше матца хошхалч. Ше тайп ношца хошхалч. Тух машца хошхалч. Ой, я гейн гурдац. Цундера мади гауши оскорблять. Понимаете? Я понимаю, есть некоторые случаи, когда все люди, которые начинают говорить разности 90-е годы баққышнақ, ауқер, аш бол баққышнақ, оғамир сина хаусиш. Оғамир сина хаусиш. Югат аққа бақ ас. Аш вай разный ду, тхо отдельно дума бахна сразу ол. Шу разный душун, шу отдельно душун. Если вы считаете, что вы отдельный народ, я вам говорю, да, вы отдельный народ, если вас в 44-м не депортировали вместе с чеченцами. Вы тогда отдельный народ. Это я конкретно обращаюсь к ауховцам, акинцам, как они называют, каждый по-своему. Вот если вас отдельно, вы отдельный народ, вас не должны депортировать. Вас депортировали со своим народом, с такими же ногчи, как и вы. Русские знают, грузины знают, осетины знают, и сюли знают тоже. Но цара технично разделяй и властвуй. Алейкум салам. Болбаш, дейна, буса, умоляю, помогите, спасите. Бош, чухалт и дошту.
Ну, дальше они забрасывают свои вбросы, делают. Нельзя. Категорически нельзя. Это мое личное мнение. Нельзя допускать провокаций на территории России, в которых будут замешаны чеченч, ауховч, акинч. Понимаете? Буаз-Эр, только коротко, что времени у меня очень мало. Assalamu alaikum, брат. Ва алейкум салам ва рахматуллахи. Амуа. Башла. Да, хада буш мегиш. Да, что, могешь, мегиш. Башла. Цац балмиш. Хэр бош, да. Сюни даре, кендаре бош, да. Не, я эту ситуацию, я давно просто, мне сегодня Таму Эцканту Язеринг Нирсу, он там начал рассказывать, что там был инцидент, короче, Таму Цадураку, видать, Алла, и... Ну, я понял. И типа, он, видать, он диалект не понял, и, говорит, засомневался, говорит, спросил, говорит. Ну, это не единичный случай, Башла, если честно. Некоторые есть такие тоже. Как раз таки это единичные случаи. Не, вот именно такие случаи, я имею в виду, يؤمن شو إيش نجحهم شو إيه سألنا إيه أمم يؤمن أنه ما كيجو دخ شو ما هو إيه كيهو إيه ساعات بس ساعات سبيش بس ساعات بس كميري إيه هو إيه ساعات ونوح ساعات دو إيه أمام دور Gen vuruyor şeriat rezan. Хила, да, я тоже сталкивался, я отрицаю, с диалектом, я же, диалект у меня же, смесь идет, да, у меня, с языком. Да, диалект, Deutsch und Achtung, du hast diese. Und da كده ده حرق إفيري واشين عنار كمان هو تابلت كشدين هو مش حيتسوي شمسة دي ترسو وش إما خذ شو مشتري يا وجا بريوك это убая إيه دقنع يعرف أنت واحد شيء أوكاش لا يأخذ شو أنت عايش كويس هذا نعمل بريوك وقت إنسان غالو بشوا سغالو إن شنا أتسع تيجا قزع باش تا ديالكت خير نحكي ما تا ساعات برش تقيتش قيتم بوج خو أسديت شو قي سا نين خو نين أعرفه أخيب تيبا سالتي س لا أحسن خبر خليه شو ده غالتي يوخو دقستان عاش وسا غاز الموت как второй язык у меня. Как надобность мне. Это мне надо. Рабочий язык. Ну да, рабочий язык у меня. Тут у нас аварцы живут, кумаки живут, нагайцы, не нагайцы, короче, одним словом, фанфеку. Да, мне приходится на русском разговаривать. В данный момент с одним ремонтом я швейцар, я здесь слушаться нормально, контролировал. И мне приходится с ними общаться на русском. И у меня исказился немного язык, как говорится, мой чеченский язык. Немного исказился, я не отрицаю этого. Нет, даже не сейчас. Саниса, шедо, хедо. Но ويقام هقيرا أخي وتقوم إنت أتى ونحش مخقول تقوم شوشت إنا أشبه وجاي مسي تبيكامين Дальше بعد. سأعم دوي ويوك أستوش دوش أنا أردت إن سانجا أو يعلى تري قلة تري
وقعنات نوح يقلة الأخش там туды-сюды. Оба Да. Яцер. По мне, даже можно сказать, и Багдад. Он дальше не да цунгай, ja. И Багдад, also дуйба раху, и войнохчи, зош берегов, о аух махкойбы, о шнохчи, шей тепшлю шей иду, но сам сломиш, это он думает, что это, если диалект хесончан, а маала ты, диалект хесончан, они думают, они другие. Как мне кажется, мода реально диалект хейсовый, инстерговля, инсамухал и второй язык. Большой. Я это знаю, если ты можешь не объяснять, мы это как бы повторно идем, это понятно. В какой бы среде ты ни находился, под влиянием этой среды, язык у тебя начинает меняться, потому что иначе выглядеть немножко, как говорится, не так будет выглядеть, как среди тех людей, где ты находишься постоянно. Ну, и да. под влиянием, именно особенно если у тебя интернационально, примерно, я сегодня закинул видео из молодых ребят, которые проживают в Иордании. Ну, посмотрите, какой у них очень сильный диалект, в отличие от литературного. Да, возникает вопрос, кто говорит чище на языке, на нохчийском языке, кто чище говорит? Те нохчи, которые проживают в Панкисе, те нохчи, которые проживают в Иордании, или те нохчи, которые проживают в городе Грозном. Ни один человек не может сказать, что чище говорят там плоскостные грозненцы. Почему? Потому что более древний автохтонный язык, это непосредственно те языки, которые остались в горах. У художника. Поэтому ты можешь не объяснять, это понятно, деформация происходит за счет того, в каком обществе. Даже это не зависит от тебя. Если там проживешь всю жизнь среди Васи, там, я не знаю, Пупкина, где все Васи, Вани, Иваны, они тоже будут говорить чисто на русском языке, но и начинают нас упрекать. Да, конечно. Но такие тоже бывают случаи. Да, нужно говорить таким образом, чтобы не отвратить молодое поколение или более взрослых людей от своего народа, а наоборот сказать, ажал, жимошхан, дуинда, цаамин фрибуа хинца, хая нейн муат, аби шар, би муат, алла, там, я приехал, первый раз, когда я приехал, долго отсутствовал, прошло где-то долго, лет 5 или 6 я прожил в России, точнее в Центральной Азии прожил в основном. Я приехал, я вообще говорил только на русском языке. Только на русском языке, то есть чеченский язык писать я не умел. И у нас был преподаватель Салман Болш, и у меня была отмазка, я мог писать там на отлично, у меня 5 были по казахскому языку, тюркский язык, по английскому, немецкий я знал, английский я знал, то есть писать, читать все, как бы, я еще школьником был тут. А чеченский не знал. И я отмазывался вначале, чтобы как бы не напрягаться. Я понял. Не знаешь, научим, не хочешь, заставим. Если ляй, китайский мат амур бона. Аллахи, я был где-то то ли в 6-7 классе. До конца года я уже на отлично сдавал свой родной язык. И язяща, бюча. Да, поэтому сам должен дать. А насчет диалектов я хотел не столько... Кстати, насчет диалектов, Башлам, насчет диалектов. Хока,
احتمال ديركتي عموش باتون نوشي Хорошо. Хока литературный, еще когда я учился в школе, был литературный чеченский язык. Да, я знаю. إذا أخش تعطيل عموش بيون نوشي да и силш عموش بيون تعطيل. Sen sami çeme geldirmeyi. Adbet Ну, başar. они с нами жили, пошло. Юрты, Нет, они и сейчас живут там. Но ну, давай сейчас мы не будем углубляться. ну, я понял, я понял. Я знаю, что тебе это Ахвег Мадиста Асбог Гудон, Альча Уна Хаиш Тагума Алишат, Хатига Ашу. Асуна и Цаэль Саур Вастаха, он зехидут. Я тебя понял. Да. Я тебя понял. Я тебя понял, Башлам. Я тоже так же знаю, как и ты, много о них. Рассказать тоже есть, но не будем об этом. Вот о чем я хотел сказать так. Вот Соха Ашуй, Аса Харер Мот Хушуса, Ока Болчер Мот, диалект имеется в виду. Ас Бица Бюц, Сандердич. Ну, сумсай ночью мотху, сумсай ночью мот Бица, я зяху. Имеется в виду просто диалект. سقيا تعوالات عدتا بدك ديتان مثلا خزخش منسن سويمن دق بوغتيغا بدك ديتا Mensen zijn met ons gaan ons dat. Ja, als ik hem hoor. قيط واسع قبا قيط Ja, ja. Şu kan ben o kokazadat fazla asmış. Başla. هي опасный قميص довольно. Опасно да, я арши фазла asmış. Şu kan ben da son. Нохчи ронки да son. все, عكروا انا دواء قيط دواء علي. Да, وين بطع وين. آمين. ويدوش نقدر موضوع. كوكا. أو ما كان عاشنا يبغى بعد يبغى لنا خسر دوام بوسو ده بيات استوى الموضوع تاندا استوى الموضوع все. Весна у вас настоящий не нравится. Так, очень много. Наверное, это твоя работа. Так, давайте продолжим. Грин. Я надеюсь, что мы поняли, без упреков, оскорблений нужно пытаться всегда взаимоуважение должно быть, взаимопонимание. От незнания диалектов, от незнания истории своего родного края, из-за этого получается много проблем. Еще раз повторюсь, Ауховский район был присоединен, Междуречье, Терека и Сулака в основном, можно сказать, был в основном присоединено в 1921 году. После расчленения Терской области Ауховский район был присоединен к Дагестану. До этого он никогда не принадлежал ни Дагестану и никому либо, ни чеченцам. Ауховское наибство было, Ауховский, как говорится, да, название, конечно, само Ауховское название дали в Дагестане ему, тут я не спорю, но исторически это название всегда было и фиксировалось за ним. Поэтому я надеюсь, что мы друг друга поняли. Те, кто начинает упрекать и говорить Аухуаймуахк, Аух, Милла Бале, Митча Бале, всю жизнь хила больше, Войнохчик Ам дольше, Чеченш больше, Хабяхкиву. Диалект Чха. У нас 7 диалектов и 10 говоров. Вот. Ну, есть специалист, один из самых лучших специалистов
и лингвистов по чеченскому языку. Зарема, фамилии забываю каждый раз. Вот, поэтому, что означает Аухлаймах? У меня галанчурский диалект. Есть такой, галанчурский диалект есть. К галанчурский диалекту относятся многие кластеры. Есть глухойский говор, есть тоже. Диалект. В смысле, диалект. Но один диалект уже экки диалект он. Второй диалект чеберло диалект он. Шарой. Ну, башлам, умадуй вайга. Алхамдулилlah. Вай могшду кулшкаду. Балдак ди чок шарач эрлаца кезгуана. Короче, шадек дуэга. Альбертини. Все, кроме, как говорится, аухуаймах, вот. Аухуаймах. Потому что вот это междуречие Терека и Сулака в основном относилось к нижней части. У них специалисты по этому вопросу говорят. И многие сами ауховцы говорят, что делится на две части эта часть. Верхняя часть, которая ближе который входит в Казбековский район, это верхняя часть, которая относится к Экке, что они непосредственно были охотниками, занимались вот этим промыслом, по промыслу называли. А нижняя часть, непосредственно междуречие Терека и Сулака, большая территория, которая уходила на Каспийское море, они занимались хозяйством, морским промыслом. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Уалейкум баракатуху. Башлам, Аркамир Хаму язваши. Первый раз я видел ситуацию. Худу башлам. Ну что еще? Да, что, алхамдулилlah, да, дохшим. Цадим комментарий, аж юш ладьёш ашворс. Иду эккиш нохш. Зудел целяй, дайри целяй, бос амступить шо. Ну, изам бады гречи, смешно. Им бадушин дацела дацто. Войн хапой. Любой чинаши, лула адиз, юрта адиз, залухума. Есть, просто. Иду. Мадар дича, линии ведутся о шаде кидегол. Тезия, дальше, дигна, она, цалисты, рукисты, качал, дал халваду. И признать, любой табиазар, дица, цунах, разных илардац, все намного проще. Поэтому... Точно. Дагестан, Абук, Ахтевижри, Букшварт, Адам, ويشو جرجل ولي واشكو يشدكني عووني شو سبع ديوش ديشيش اتو شولي الوردات اتو دقلي الدتاريز اوي يرش كعيو غلغي شر نسيوي ديشيش والله بالله اسم واز دم هرمداس مالك ادم Все зависит. Да, غلط تحصلت كيرا دقشوا ها قاموا يردوق ارجو شو سكتم ارجو ديك ادم دقز ازاو دو مكشتو زاو لبوي شو ديش مدوي دا دو صادو Просто я лез, that's он дух аки берж дой والله بالله دوس شو дух لي алис да عاوش بالش Цац момент через, но ويشا ديش توش داتس. جرجلو ليلو اشتغل شهور داتس جرجلو شمودو ليلو ديش مديز نحبوزة. Тоhins as
تعهم دو يتر دوس ولا هذه سو سام أو خيوانا سيخل السيتواتي يتر دا وانا دق يخلي الميرابرياتي دا يعني خسر يرتا حاوي نقصه حاوي سلامز ده مزدك شدان اشتدايس قيسنا سو أدلنا وش يديش برمات سو سكرادور سو سيخلامز دين ولا سو على شو سغالياتي سونتي وش تعاوت المجردو بوغم هذا سو يات سويت جاجل وليلو يدوات خليلو هما دات سويت in principe توش وستجد ايوان هو لا تشخلر تيه ماجوش إلا خلتر مالوي إسلامز دينا إيش لامز ده شوبان شن لا تشوسا أنت ولا حيو تصدق صوت كسيتي أقصد واو سيد ايوان السلام عليكم وعليكم السلام بشلام ويا وصل باس كواتشو سرازو إزر أويل خيتي لسه إنت سو روج بتعنا وما دل ديش مواتر تعنا نوقلينا شا إشت شا أخا وون شا وقصة يرتا عشرة وون شا إشت تاكيك دا تنديه حتى تينو حقو شوي هوك شو عش وون شا حشا شو على أشين شو إشت هما قاش دي ريس خيل دا سي دوال سو وش تقواس قي يسوي تعامل سارت أخوة شسون خور داتي القليل خاكين دعوة نو يستخدم مرة يكن دعوة ديريس خيلهم ده أو لارجوس حيو ستي وج حيو ستي نيقدر شيء اتعرف بس ما يجي بشر عرف لا تموسه تعرف ستي ستي قو ستي أبي أزن بوي يناخسون تعاملت بس أتأخذ دلة سدلة تعامل كله سهل رستا برستا اتناخ شغيل كيتنا جنيا تنا جنيا أفيرا جنيا سان شو خزغل قليلين سار سويتاني يا يا وور لامز دور ها صحيح شو ايش طلجاني خل يبوق هدو شا تارت حق ولوج شا تارت عينوج شا تارتين سو واخين ميل ريونسنا 12 يوتا سار شاش حدا يسمع ميل وي اتسو دوق نوخشي بوقوزا باختر وي نوخشي شن ريستوران شي اسقوزا وي نوخشي شي بيزنس لا اشتيوق بيزنس يات بوغم ودون تارك حاشين تقيدوش تيتولون ايدوق وي تقعدو تايب تارشق امنش كالش ماجدك حصلو وج حصلو او سوليش سوقع طولت دير اتيا وي نوخشي يو اي تسأل هر خلير وشخ يا سيزو как будто бы я никуда и не уезжал из своей родины нас богом совершенно تيجا عاش بوشانا يشينك دعيغتا تسلا يشينك حيالو تسلا أو شينك نوخشي البوشتو هم لدت но как говорится تا проблемио شاوغ уж дикадош давари дикам درئي но ам цат свал моволе та абизни го цонг шве го да хуния да через чур та лергште عشان ريليجي يقيوانا سو هني هذا عيغيتش هما ده تنبسوا بكل عن ميكستون ولا تعهم في سبيش قلت عيغيتين خليلي سعيالين خليلي تعت داي ساي حق ذا الخل اختارنا وش اسوش ده تصدق نو يسندل هم كيزي خلج يلا اصلا يا اسوات اقبا 80% اقي شي دي مخكع عشبو نقش شو عشبو 80% نقش شو и только 10% Ингушетия, и 10% Аухашибе, Экибабат. А с Богу по процентному соотношению сам тейп дуй, общее количество. Это говорит о многом. Это говорит о многом. Почему? Потому что в любом случае, Аккая жим тейп даст, док тейпа да. Аккай Тухума Сулеймана, вот что мухадалас, ошибками, не с ошибками, не важно. Кузаха, тухумду, аухуай, тухум, акки, тухумду, Сулейманок, да, я лично проводил, сам проверял, цигадул тейпниш, алайна, из собравших 47, плюс-минус 50 тарта, 50 тейпов. Из 50 тейпов, проживающих между речи Терека и Сулака, أو مخكع كذبك يسيوم شيئات أكتر أو شير
Ширюрчу, Вашамяло, Тигайл. М. Из 50 тейпов только 8 или 10 относятся непосредственно к эхке тейпу. Чисто. Остальные 40, большинство это ичкеринские тейпы, современным термином, если сказать, нокчмахкоевские. М. Ну, там есть шаройские есть, чеберлоевские тейпы там есть. Если я не свой, галанчурский, само собой, там есть кластер. Шатоевский там кластер есть. Так, му эрду. Üç нокчи бас му эрду. Я теперь, они сформировали этот диалект Да. в связи с тем, что они находятся не в кругу чисто, шабеш, диас, ебеш, нокчи балари, там, кешки, парфилмегери диалект даже, возможно. Но тяга, он был превалирующий сейчас, хотя раньше это было по-другому. Так, нет, сөйле, что любой дидоевец, анде и чей убошт, бяча, там балгаш, вот, за это только вещи говорить не стоит. Просто я это сказал не для того, чтобы поднять тему, ауховскую тему или что-либо. Нет. Я это поднял только для того, чтобы недальновидные люди, безграмотные люди, услышав диалект, говор, наречие, назовите как хотите это, сделали из этого вывод, не зная этих людей. Цацбочар, Эльду, там есть сепаратистский настроенный бой, я это все знаю. Не надо вот про политику, про взгляды, что там есть определенное количество акинцев, которые говорят, что акинцы это вообще отдельные. Не надо вот этих людей. Если среди 100% 98% говорят чеченч до, нокчи до, вайцак до бо, что и 2 этих процентов обращать внимание не стоит. Потому что статистика и погрешность бывает в любом даже самом идеальном обществе. Ну, дальше. Идеальное общество, которое хотел построить Адольф Гитлер, который убивал всех детей, парализованных, наркоманов, он хотел создать идеальное государство. Чем это закончилось, мы знаем. Я это тем людям, которые хотят идеализировать. Я вот к чему говорю. Образованный человек поймет, о чем я говорю. Необразованный включит бычку и начнет говорить, мне рассказывать сказки. Мне не надо их рассказывать. Жизнь в Аухе, или Акташ Аухе, или вообще в Аухе, Ауховском районе, я прекрасно. Там Ауховский район сейчас, он более сжатый. Баба Юртовского нет, Хаса Юртовского нет, но они тоже когда-то были локализованы. Да, были, конечно. Да. Но, я еще раз говорю, и саму язык, когда я сказал, что зудияло шейн уллирши юртарчар гератля аршхайна, саму язык дайс вах саля арш. Дер саля тем более инсгаз языла алязинер. На самом деле, есть люди, которые более или менее реально не хотят далеко, дабога, сабога, изму хок юрта, и саму юкш сахала, уже в юртар чумола. И то район его тарю, если район его сала, махка его тарю, если махка его сала, диасия, вей, камаду, шану диасия, аспоча его тарю. Это أدم أمريكا عاش طلع أدم عم دويش طلع تندانا دويش طلع إشتاع إزبوخ يا حاجية إزيع عن سجة تديزر دوش ما دوي لبوي شو دينا لا Если он бахан, допустим, я вот буквально прошлую неделю рассказывал про Шуайб Мулу Центароевского. Шуайб Мула Центароевский Цуантрову. Ну, допустим, тот же бой со Сайти Вегу. Где находится Цуантар? Центарой. Цуантрой, Ашбол. И где находится Ачхой Мартан? Один находится в дальней восточной окраине нашей родины, а другой находится крайне западной. Ты представляешь, в то время, когда не было дорог, шла война, вся эта ситуация, чтобы с одного края доехать до другого края,
تيجع بولشرت زسات خليلي تأمس خليلي غاسق خليلي مش بلا قيشر ثاني دوين شونش دو دي عسيا تون ديش ماري خلت تيجع دي حلقة يقيتم قيش كي بربري شيء قوم داخل شاني ولا أهينسا هين سير ثاني سلطان ثاني أفيرين شخينا تعتقد بيشتر سو جازي شيء سدا نقطة خلج سنان هرخش ну они обижались то что это это такое брак мегшу яци мегш яц элдино язиндаци шеку но из-за разности культуры очень много инцидентов и разводов. И самое страшное, что во время развода есть дети. Это самое страшное. Почему? Потому что если твой ребенок, являясь генетическим чеченцем, отец чеченец, а мать другой национальности, и она вырастет вместе со своей матерью, она вырастет в той культуре, в которой росла ее мать. Это очень сложный момент, и потом отбеливать эти вопросы, это очень трудные культурные вопросы, это возникает некий диссонанс. И с учетом того, что есть люди, которые очень сильно хотят нас упрекнуть, они знают, что отец чеченец, но что мать является другой национальности, несмотря на это, они начинают, нохчи, эцюнгионер, окунгионер, нен, аубуш. Ну, допустим, хайвет свой, бусулбобуш, халитаешь, умки халитаешь. Но она, само собой, разошлась с мужем, у него своя семья, кибеш, тоже ашу, ершенец ашу. И мать захотела выдать ее замуж за гунки шунгиратля. Масла бахаса. Да, вель хилюцуня, очень хилили. А мы знаем, что в некоторых случаях семьи, разлад, гергелу, целиричи, цехули. Возникает вопрос, она ее выдают замуж и начинает, ногчище, зудхуняды, нерайтин, эцюнгиратин, окунги. Но я хочу рассказать один случай. У меня был реальный случай. Сунвой, что он кикату. Я, кажется, в эфире здесь рассказывал. Я хочу показать даже разницу между онкичным и айол, разницу я хочу. Супитан я случай рассказывал. Как мы знаем, их 3 части. Онки кадек обихушку. Есть сюлегунки, то есть дагестанские. Есть ногчигунки, которые ногчичуа ашбол. И есть хиригунки, которые проживают в Моздоке, в той области. В основном это вот на эти 3 части делятся. Стандартная штука ашбол, метигионючи. На остов бахса. Сейчас зуд я руашу бахса. Унки уша. Шен зуд хауреря. Да, бадена, проблема. Я зуа он зуд лохарю. Хатига унки бу, ас он дик зау дуйцер ду бахса. Да, не бахсу. Я не хочу чеченскую кумычку бахсу. Ты возможно. То есть, и хант и далуа шусо. Инцвой куза был гонки, цена более строгих яйца. Дальше куза был гонки, что бахша. У них мазалки был гонки, шейт куша, шей вариант. Валь баш ватеш аюш. Сюли махкабеш, шабеш куцба, цатбеш ишта. А ой куза ниша, они настолько ой долгун впитать динацар, ой отвечать. Асмаслав. Дукбац куза, щекой юртуцер, дукбаца, но все равно болдусе. Они даже между собой тоже считают, очищаются. И вот такие вопросы, они есть в любом обществе и среди любого народа. И тут нет никакой разницы. Я не за такие браки, снова же. Я считаю, что хорошо будет, если ногчи женятся на ногчи, если унки женятся на унки. Но есть много нюансов, случаев, которые идеально выстроить отношения невозможно. Если бы как есть чистокровные арийцы, тематику я это пытаюсь не затрагивать, хотя я исторически знаю, есть чистокровные арийцы. Их ареал обитания это горы Афганистана и горы Ирана. И дело в том, что общество с этих мест, горных сел, никогда не взаимодействуют и не выдают замуж за других и не берут оттуда замуж к себе. То есть чуть-чуть. Ну, цергылц должка дует, ойгылц должка дача. Ну, есть у них такая тема. Так вот, National Geographic выложила фотографии этих людей. Ты никогда в жизни, если увидишь, не скажешь, что ни один из них
что он иранец или афганец. Мы представляем себе и знаем, как выглядят афганцы, и знаем, как выглядят иранцы, персы. Так вот, фотографии, когда я увидел этих людей, ни один из них не черный, у всех почти что. Или светлые рыжие волосы, зеленые глаза или голубые глаза и белоснежная кожа. Они сотни лет просто в одном обществе, эта мутация произошла, но зачем я это говорю? К чему я это веду вообще? Всякое в жизни происходит. Нельзя судить сразу каждого человека. Но они в их обществе, если это позволено, в таком случае, возможность. В то время хазили, гунаш особенно огняйна, гунай, царь огняйна, особенно терский казак, вахошин шайн, царь зудри и дуаш, саргач, аль-келебитин халайш. Войник царь дайо, ценик еду хаялаш. А еще они по внешности отличались на типажом. И вот акабас, дикдуцабах. Но факт сей существует. Поэтому, в отличие вот даже от этих некоторых осючек старый, я имею в виду исторический процесс, что халфилак душа называется. Не сейчас инсам гуной компактно окшается ашту, гунёчist халб ой траши илайш. А в то время это было так. И сегодня, если мы говорим о уховце, то, что хотят жениться со своей местности, шей юртер, шей рей онер, цанбил бяхматер. Но не забывайте об одном. Когда у нас была еще одна традиция. Если цаху, шмуха, чирхачи, метк, махальняха переселялись с востока на запад, с запада на восток, гейн, чтобы эснахан барг цагайтит, его и чир даек и цалайт. И таким образом было много переселений, и само собой это общество их принимало. И никогда мы не говорили, никогда не было такого. У нас, допустим, Мичарбу, Шаруай, Чеберла, Мичарбу. Они юго-восточная часть нашей родины, Лямнишка. Сегодня где проживают шаройцы и чеберлоевцы? Северная часть, Наурский район, чай почти царь захватить его. Захватить его Богу. Ну, у нас не в плохом смысле, а в хорошем смысле. И нет в этом ничего. Наоборот, дикдуи. Ну, хало дукай. Завло, так, тезя дальше. Завершить я свой канал Цауми Эрдуас, завершая свой разговор. Хадеваш, да, я что это? Хачарис, бакача, дюч, лодук, asta, тезя дальше. Хадеваш, Денирба, советское время, ой, тагергер, шуйтар. В то время, само собой, дороги плохие, да и вообще в эту часть автобус, я машина, да, на улице, небезопасно, ветка. Тез этого, да, а из-за вокца, я что это, букашка. Ехали они, видать, там часа 3-4, все газик чела, ну, после депортации Цабяхкин чулта. Tez yetu hamekda sigalet vochera arado dabioshin gergen sho shu belchan dal gesto ala shu qit elir bochar dal gesto ala khatez etan shu twega bodio qikoso tez yet gogar gel ya bunu zabar yosh но они поняли, что тренинг говорит, ну, тренинг говорит, что цадяш шумок. زرالي لير بوشار دا جاش لا تصير جاين على وصل اشي إيش بدو إيش يعلم يورتا در ديوتشي بقي شارت على إيش نسخ زوي زودي علين ويكالش تو خلي علين خلت سعره يقولش كحلب ولا كده حال صبه بالغاش تعيق ليلي نقلش باش نعم سمر هو يوحش يا سيدقعت سوازي والع سوازي واري بقر داس بقدوس خيط يسألني
Все. يجري يدق بوه ويناغ واستي دامو لا يشباس على سميش يا ترديو العموريات. Ой, ищем, ой, камдальцу. Саси, я для чего это хотел сказать? Куза болчак, идея лек цакиетан, и амирш мои, куза берша, кидерша истукс, короче. Да. И нахши, дас лял буш, шур эрбул буш, цаха ахирду игергал, шур итбал рбати, сунди, лиш язу ашор, здел аммехтер бук, цабол чана цара, швейк цело. يلا فارس بغداد يقدو باشلا Ага. دوري سلام أصدق خبر صديقا دو خبر صديقا قند إروالا دو لدو شزغي Да, сейдуэль. давай давай тупо Так. Есть моменты нашей женщины, многих национальных, есть ночи мир. Гунайц, ночью бухинсхола, пока меня нету, что произошло? Ховелишу, со висткелвале, саун сунает ли, что доктор, асиот ахкабах, у нее абсолютно нету желания, аж яшо забольше нахцакиет. Гунай, варен двай, Ехшпа твой, суан твой, бейн ван шабеш, цен ночью. Шейк цехуаг, шейк цедор мадиц, эш ешвела забареха нах цакиет. Забар йойхаид, шаш ишт элдоци дахаид. Гунай доккадош, цен ночью тайпту. Мадицей шей десер мадицей, цехуаг мадицей. Асюат Акка Бахшуг. Многие чеченцы говорят, ты не говори. Те это, кто говорит, они болтают и не знают ничего. Еще раз вам повторяю. Да что душа дагахтет. Многие чеченцы, хитсмаду ашик дюч, многие чеченцы или киечено, любой тейпна, адахач, хумдоч, са тейпна. Ца нохчи тейпан цеяхтиш, хумдоч. Ца забарьоч, я ца уаттарьоч, ца хумдоч. Циенаш раз дой, кейт угах дой, циет угах дой, байниш юй, бау йоц юй, бау жим юй, ех юй, тхайник лех юй, шуник жим. Любой это конкуренция. Особенно цадоуда, лачирия, все, это есть и все, всех среди всех. Мадичек цадоуд. Мабах. Если вы не умеете разговаривать, то тогда сашундон дать. Асюгат ахкабах. Мерседес, чоу, я камри, чоу, аж муху. Камри, да я када японский, тухта юоли. Цут я волчун, халхиетер дала, да я цаль, любой хундао. Хох, к Мерседес я вот, а не Мерседес, это Санкт-Петербург, а я все трухаю, мадите еще хунф. Поэтому цевишь, штук дают свой, цадовшь, штук дают свой. И да, расселан бахай. В любом вопросе мы пытаемся друг друга задеть. В любом вопросе мы пытаемся, а наши враги этим пользуются. Туда умадацкой. Как бы мы ни говорили, что бы мы ни хотели. Поэтому, Ибрахим, давай, если у тебя есть с Ютуба вопросы, цахаттар дауш, Ютубе, цахуй хажа, Ютуб канале, ауэдж, вежриш, мялбусун цахатига, эфиря. Цундера шеш хаттер далаха ас жвак лурду, потому что шудухдаш жре. Я и так пытаюсь максимально сэкономить, максимально сделать, но у меня не всегда есть возможности просто-напросто часами сидеть и говорить ни о чем. Если есть конкретные вопросы, интересные, я обсуждаю, пытаюсь, но я как человек тоже должен, я уже почти 2 дня нормально не сплю, потому что специально почти до 3 часов аж усо. Я не жалуюсь. Да. Мне с вами интересно. Если бы меня спросить, я бы еще больше сидел.
Но, к сожалению, сидячий образ, он не всегда лучшим образом влияет на здоровье человека. И сегодня до 12 я не мог зайти, потому что просто-напросто телефон выкидывать. Я ж зарядка. Вот. Я ее 100% зарядил, зашел в эфир. Не прошло 2 часа, вот сейчас у меня 10% осталось. Халахул, аппаратура, очерса, телефон, нормальный эксапбият. Из этруса, вахи, ни о чем цабить. Амин, что целяшься. Я хотел бы поговорить о емком, важном, нужном. Когда я вам говорю про историю, про то, что Артем сказал, остальное вы начали говорить, не проще позвать, не проще то сделать, это сделать. Ладно, оставили, начали говорить о другом, и к другому вы находите, и между собой начинаете сгрызться. У меня цель, чтобы мой народ был единый, рассказать интересное. Допустим, много ли из вас знали, что в чеченском языке 7 диалектов и 10 говоров? Я уверен, что 50% как минимум не знал об этом. Запомните это число раз и навсегда. 7 диалектов, 10 говоров. Ролик, где это говорит профессор лингвистики, я его обязательно закину, чтобы подтвердить, что это не от меня. Понимаете? Поэтому нужно понимать каждую вещь, чтобы мы говорили правильно. Аухай, акинцы, ауховцы – это наш народ. Кистуай, кистинцы – это наш народ. Единый, неделимый. В Иордании, Сирии, где бы ни проживали, они все наши. Наши тейпы. Здесь у них находятся горы, здесь у них находятся башни и так далее и тому подобное. Мухаммад, а ты, то, что отец сдать веру, башламуль хаджи алязин. Цадик пойдем садуа, цадик дали тацули. Саварим, ты находишься на очень крайней, острой грани вылететь из наших эфиров. Я думаю, ты прекрасно знаешь, что среди чеченцев нету ни одного тейпа, которые произошли от казаков, нагайцев, сюли, омки, чисто цен тейпту. Я сказал только о том, что были случаи затеричные земли, затерикам, которые у нас проживали, затерикам в те древние времена, я думаю, 200-300 лет тому назад, это исторический факт, неоспоримый факт. И за счет вот этих отношений они и воевали, и варандуашца, гунуашца, темшпяш, лета, но свои земли отстаивали за териком, которые были. Вот как было. Остальные разговоры появились только за счет чего? Потому что казаки давали видео, делали видео и рассказывали, говорили, мы братья с гуноевцами. Почему? В их понимании куначество, братство появляется за счет чего? Если ихняя дочка замужем за чеченцем, они автоматически говорят, мы родственные с ними. Понимаете? Вот как говорили, что кьетит бахас, не наговаривайте, мы не евреи, мы новчи, у нас нету по материнской стороне, мы не становимся. Если вы говорите такие вещи, получается, любой человек, который женился на русской, не казачке, на русской, который женился, получается, он русский. Если он женится на кумычке, он кумык. Если он женится на немке, он немец. Если он женится на француженке, он француз. Потому что французы должны сказать, мы с чеченским тейпом таким-то загло дутха,
Тооши Гергер Дуаш. Вы скажете, что это тейп французский. Поэтому не несите чушь. То есть голга зудиалях, что голга хольштарах, черкези зудиалях, что черкез хольштарах, ахсунца. Если такой логикой вы пойдете, тогда я вам ничего не могу сказать. Вам точно в законюрт надо или бароне дадален, что дацатаса, когда он дает, что? Конечно, нет. Есть еще пару примеров, я не хочу приводить его. Я не хочу эти примеры приводить, я могу объяснить почему. Я еще раз говорю, про каждый муд ош, цуантруай зудиалинак бартхаттан боч, елсмани гору ошу. Шицуантру зудиаля вообще, все, человек автоматически елсмани гору бош. Есть же это, но разве есть кто-нибудь, есть кто-нибудь, который оттуда вернулся и знает, но это же в шуточной форме. Цуантруа женщины отличаются чем-то сверхъестественным? Нет, конечно. Просто ищ заборю подъешь, и что саму не халап, но не в упрек. Цуантруаш. Поэтому я знаю, Савар им, что ты вечно со своими приходами. Я еще раз тебе говорю, твои шутки не понимают люди, к сожалению. К сожалению, и что? Поэтому я вам рассказал, почему это я говорю. Не знаю, если вы хотите, чтобы над вашими не совсем умелыми люди, вы хотите, чтобы люди говорили, что вы недалекого ума, тогда да. Или же дайте понять, что вы шутите, что это сарказм. Солнце. Дек бахши, сайнхуак бахши. Валейкум салам. Есть элементарные простые примеры. Хорошо ли, плохо и что бы кто ни говорил, нужно быть, я не знаю, мы всегда стараемся, люди, особенно нашей национальности, пытаются быть намного умнее, чем даже они сами есть. Почему некоторые люди стремятся прийти к тому, чтобы показать глупее, чем есть? Я этого не пойму, честно сказать. Шутки шутками, ладно, оставим. От истории мы куда-то уходим. Был вопрос по ДНК. По ДНК скажу так, чтобы все раз и навсегда для себя поняли. Нет, Али, нормально все. ДНК не показывает национальность. Раз и навсегда запомните. ДНК показывает отцовство. Все. Остальное, как вы знаете, генетика – это точная наука. Хотя до определенных времен СССР ее не принимали, а уже наукой называли ее. До 1954 года, кажется, 53 или 54, но это где-то так, 1953-54. После уже начали более активно заниматься и поняли, что это наука, точная наука. Ладно, Ибрahim, хорошо. Тогда, наверное, если нету как таковой вопросов, наверное, уже пойти к завершению данного эфира. Надеюсь, говорить и рассказывать много есть чего, но не всегда получается у меня
сожалению. Пытаюсь как-то распределить. Честно сказать, я хотел сегодня в 10, в 11 зайти, быстро провести эфир, но как говорится, очень-очень плохо бывает, когда зависит от технической стороны некоторые вопросы. ДРС Хава. Хава 69. Есть ли разница между ламанхой и ламрой? Есть. Ну, ладно, давайте скажем так. Пускай это будет синоним. Я считаю, что это синоним, честно сказать. Глубокий смысл в эти слова я не буду делать. Но есть и другая версия. Считается, что правильно будет, если мы говорим лам акедишни шот вай шар вай чебер вай итон калашбеш, что они ламан хой. Ламан хой аж не стоял. А лам рой именно, но это, еще раз, не научно и не доказано. Однако по полевому материалу считается, что лам-рой термин использовался именно более ближе к тем, кто так называемым армянскому происхождению относится. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали. Надеюсь, что это так, Хава, то 69 это как-то немножко пугает, я имею в виду, если ты такого возраста, мне аж самому немножко стыдно стало. Нет, я не против возраста, но это бесхудшая. Я про возраст говорю, если что, 1969 баш у нас, плохого ничего не подумать. Поэтому ламрой считается, что есть такое, я думаю, что некоторые слышали, о чем я говорю. Правильно говорит ламанхой. Ламрой, это считается, что это ближе к, то, что я вам сказал. Поэтому выбор за вами. По мне, это просто небольшая ошибка, и это слова-синонимы. То есть синонимы обозначают, что ламру, что ламанхо, что горец обозначает одно и то же. Но тут нужно спрашивать больше не у историков, нужно спрашивать у лингвистов. Хуай, рой, ламан хуай или лама рой. Вот тут не ламрой от армян, а именно луамарой, именно к ним относится эл. Есть такой вот. Я думаю, что эта тема не сильно обсуждается. А вы знаете, да, что мы все являемся ламан хуа шадеш дуай, ломар хадел дуай шадеш. Аль-Айм. С тех пор, как они начали вести свою информационную войну с 2018 года. Поэтому, по мне, это синонимы. Синонимы Бог-Махет, что это одно и то же Бог. Но есть и такая версия, чтобы вы знали. Поэтому надеюсь, что все хорошо и никто не обидится. Не знаю, это нужно Башлам, очень цанзудлаха. Брутал чечен, пока зудюча, да, Сауф, мне нужно хотя бы чуть-чуть. Меня зовут Алим. Все, понял, буду знать Алим. Алим, что тебя зовут? О, брутал, да, он уже Азиз чуется, пошла тема. Вот так вот. А так,
мне бы решить вопросы другие. Садуаттах. Умари, Зелеми, Апти, Вейна Махцум. До конца не досидели они, походу. Но, братья, я как мог держался, так что не по моей вине. Да, фактически, как и диалекты. А Апти вошел. Апти уже давно мехтер Зелемом. Умар, Зелеми, Апти. Солнечно. Поддержать вошли. У Голгаев тейпы есть. Есть. Конечно, есть. Конечно, есть. У ингушей, правильно будет сказать, тейпы есть. В твоем случае. Хотя, да, у Голгаев тоже будет правильно. Ассаламу алейкум, башлам. Следующий эфир в пятницу. Да, в пятницу. Соцен АКУ. Хади алект и говорит чуах бюйцер гбук. Нет, следующий эфир. Если с эхтохала возможно. Шули, я постараюсь сделать в среду. Это зависит. Тан тажимас. Я постараюсь сделать в среду. Сделаем в среду. Это зависит, если тажим на бешсов, я уже не выдерживаю. От сидячего образа у меня походу появились кодж не методов. Я поэтому поворачиваю, ту сторону ставлю, в другую сторону ставлю эту камеру, чтобы тажим однообразно сохранить. Вот. Материалы, то, что я собрал, цачинди наушка, тагас, цацкинчка, даят мир, я никак не могу нашкрепсти на него, но, книги заказать, ничего важное, так сказать. Для меня важное, потому что от цигер хаяцев материал, что даича, я знаю, что много интересного для вас будет. Вот. Сегодня еще одну книгу 57-58 года мы нашли, я опубликовал информацию, вы, наверное, не прочитали, как всегда, но эта книга говорит о том, что выход был к Каспийскому морю. Опять же, это написали не чеченцы. И вот такие материалы я пытаюсь публиковать, чтобы знали все, максимально все. Вот. Особенно я хочу, чтобы больше подключились братья и сестры с Европы, с Панкейси, с Ауха. Те, кто за пределами, им немножко сложнее знать историю, знать что-либо. Те, кто внутри дома, они-то более-менее могут посмотреть, услышать, послушать разные моменты и узнать. А рабочая холоду Сундербарс. Вот так вот, как говорится, ситуация. Поэтому попытаемся сделать в среду. Я буду рад. Если не подведет, если не будет ЧП, как и сегодня, постараемся сделать эфир в 10 часов в среду. Говорите в 10, посмотрим. Дукнах, Эрбари в 10. Давайте в среду в 10. Я постараюсь. Если в среду в 10 не получится у меня, значит, знаете, опять ЧП вариант сохраняющий ситуацию. Всем огромное спасибо. На этом я уже закончу свой эфир. Огромная благодарность всем братьям. Сегодня были только братья. Сегодня 4 человека, кажется, задонатили. Да, Саюшу донат, да, Букла Дуэл. Аллах, да, Лабудисник, Эзашка, Солда, Ктилшу. Огромное спасибо моим подписчикам, тот, кто активно сегодня участвовал, задавал вопросы, интересующие вопросы. По максималке постараюсь, как говорится, все новые, лучшие материалы для вас. Читайте, не забывайте читать, не забывайте подписывать.
Приглашайте нам все больше и больше подписчиков. Особенно дети и родители, которые проживают за пределами нашей Родины. Я вас прошу, если ваши дети даже не подписывают, вы сами хотя бы подпишитесь, чтобы вы могли им передать то, что мы знаем, то, что есть ссылки, вы рассказываете, и дети очень сильно запоминают, как губка запоминает все, что говорят их родители. Шунохчи душун, вай хоккалде лехчушун, вай историюшун, вай дукка лемништушун, вай бальнишушун, вай аш дадвицей царей чулацам хирбушун цер, хейкал хирбушун цер. Сейчас все мы, в том числе и я, Цанна Кипр, это хирбацар теш, вплоть до того, что я уже некоторые моменты бывают смешные, конечно, моменты, когда я думаю, лотереи, нет, это хирбацар теш больше. Это даже такие вещи я делаю время от времени. Но это такова жизнь. Сейчас все так стараются. Поэтому я понимаю, что в этой суете мы забываем воспитывать своих детей. Мы забываем свою историю и так далее и тому подобное. Я вас прошу, уделяйте хотя бы немножко внимания нашим детям, нашему шубе, штушун, вежри, ижри, штяга, дахайт. Поэтому приводите больше подписчиков, подписывайтесь, оставляйте 1-2 комментария, обязательно лайкайте, если это даже не касается вашего района или вашего тейпа, это касается нашего народа. Район, село, тейп, вар, гар, нек и деймак, все это взаимосвязано. Не может быть всего этого, если мы не будем единым целым и не будем друг друга уважать и ценить. Вот. Огромное спасибо всем. Масарна Аллах Дейрейс Хил, Сюгар Сахал Хиетар Нау Хархиет, что Хумделя, Сила Аллах Дашуг Сын Пейнтер Дулабах, Сунис Валхазар Ушун Сюгар Ледер Луагал Туэля, Эла Ахарниста Динон, Хар Аниста Элон. Если вы будете говорить что-то, если от меня плохое прозвучало, или обидело, или оскорбило, напишите мне, я обязательно исправлюсь. Аллахи, биллахи, талахи, у меня нету цели оскорблять, унижать ни нации, ни народы, никого. Я лишь противник лжи и клеветы на наш народ. Моя цель, еще раз я повторюсь, единство моего народа, целостность моего народа, самосохранение моего народа, размножение моего народа, изучение истории моего народа, географии, традиций и, само собой, религии нашего народа. По мере возможности я сделаю все, что могу. Поделюсь то, что знаю. Как у меня получится или не получится, судить вам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. С вами был ваш брат Башлам на канале Башлам 39. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Будут вопросы, пишите в директ. Всем отвечу. Неотвеченных никого нету. Будет какая-то информация, тоже пишите. Посмотрим. Скажу вам, насколько достоверно, недостоверно. Хирю шундат свой шайдер саду. Алейк. Ассаламу. Сколько было крупных народов, и у всех были проблемы, и территориальные такие, правовые там, и ни один народ, крупные народы, вот Союзная Республика, не посмели выставить, а как в 1973 году индусский народ на всю страну, СССР весь в шоке был. Да, Грозно вот этот митинг трехдневный. Да, зимой под бронспойтами будущее. Да, этот народ заслуживает уважения. Очень большого уважения. Сколько было крупных народов, и у всех были проблемы, и территориальные такие, правовые там, и ни один народ, крупные народы, вот Союзная Республика, не посмели выставить, а как в 1973 году индусский народ на всю страну, СССР весь в шоке был. Да, Грозно вот этот митинг трехдневный. Да, зимой под бронспойтами будущее. Да,
Этот народ заслуживает уважения. Очень большого уважения. Сколько было крупных народов, Merk, Bepik, Kallar. Bepik, Betk, Xeydir, Boshab, Kad. Xeydir, Boshab, Axa, Waxa, Waha. Axa, Waxa, Huyar, Hubor, Boh. Bar, Hubor, Taz, Tza, Sauz. Saus, Saus, dialektisch hoor ik ostach almeger dos Tyrkist daar afwortning dialektio ach martan hoy dialektio ach shuto dialektio vieden hoy dialektio najirt hoy dialekt ach najirti viedni إيش هو شخص دوخي شخص تعداق شوتي نخشبه كون ديالكت أولشيو الديالكت شو وين أوه وما تحضرش قاستنا وما تقيورة جوز يقدر شيناح نت بقينش ويقيور شيناح دق معلن لين ديالكت شيء بيرد ديالكت أورمي ديالشي يما تنكر بو سود يبع طلع طلع علما يدير شيء فيهنا ديالكتون أوه هذا وين مت طلع سوسو نخا نوخ قوم مت حاضر بس ديالكت خضر كتب بالقلويو الموت شير خضر بالقلويو يتكلم بالبات تون إذا نشرش كعدينا والله بل دال وين بلا بل للموت ويقاستنا يسبح الليتراتوريا شو البيضاء يوتس ديالكت طبعا وين الليتراتور متح دوز إذا نش قاعدش نشتو وين ديالكت قاعدين طبعا تامشي هم يقعد على وين إيش ديالكت موت بيت الإحدى ما يحتاج بالإحياء تديت يرتاح بيش بالموت بيت طبعا ويكيدك بيت يوتنا شيء قارد الورسان خيط قارد يوش تاتنا نغو وقوي يوتنا على عطر باشغل يوش وقوي مطع شيء عاملي شيء ويرد حبت دوش عادي حاجة بسن وبيض وين سويل يا أربع أبكر أحمد حمزة آدم معاوية عبد القدوس رضوان عبد الله حملوا سلور سنو ويوقع اشتار دينا ساقير شمدو ووشيتين قلن بش أحوج نوختي مدوي نوختي موت بيت بيز عيد ليش لردديز خلخر نوختي موت سبيت زاوي نوختي خلاص ارتيمورو والله عليك خلاص اللي هلا هلا سوق عشو يوخ جرجو تشيو وغن يوخ سعو انا يوخ دال مغلق كي تعبد بل تشيو غشو اتح نوخ تشيبو خز بن كيسي عش تعيال خيرتيو نوخ تشي وقع تعدي يورتيو نوخ تشي كيجيريبو دوت خيبو ايش تحوج ندوغوي ايش تخزعش مربع واحد
خيوق عشت نحاخ سمك دقش لو زالوش ويردا نحت سويلي خيوق عشت مفندر ليخش خلقا دول يخسو خلقا يخ فندر وتو خلق دول سن خلق والقا آدم وي أمريكا ويخش وي هقص عوو تمسبوت يختوت سيديش ويتصاحة نقطي مطبيت مدرسة إنجليز مطبيت أقعش نقطي بيت عربي السلام عليكم سعد جدا وين سويل يا دو أربع أبكرو Я скажу свою субъективную позицию. Я имею на это право, потому что я русская, которая выросла на Кавказе, в Грузии. И у меня есть алиби, да. Я могу сказать, что мне было зачастую стыдно за русских, когда я видела русского в России. Объективно, не будем говорить о личности. В большинстве своем. И я сделала такой вывод, он объективный. Мне было стыдно за русских, и я видела, что грузины, как нация, обладает в своем внутреннем мире гораздо большими качествами, в смысле достоинства, в смысле чести, в смысле какого-то сложного кодекса такого поведенческого. И я могу вот абсолютно с уверенностью сказать, что это так, что грузины в этом смысле превосходят русских. Это, может быть, кто-то не поймет меня правильно, но я в силу того, что у меня есть это алиби, я имею право это сказать. Но когда я стала встречать чеченцев, которые я, так скажем, в своем детстве не встречала, да, и когда я сейчас встречаю, я тоже теперь могу уже абсолютно объективно и накопив такой опыт сказать, что таких людей, как чеченцы, я вообще не видела по степени достоинства, что для меня это просто... Я просто стала учиться у чеченского народа каким-то вещам. И это вообще меня ставит теперь в тупиковую ситуацию, потому что я не понимаю, как из нее выйти, как помочь, да, как приложить какие-то свои усилия, чтобы объяснить это миру, что есть такие нюансы, которые требуют от людей особого отношения к этому народу, учитывая всю историю этого народа, учитывая депортации, учитывая войну и учитывая сегодняшнее безобразное, нечеловеческое отношение к этому народу, да, которые оболгали и которые пытаются обернуть в какую-то обертку для всего мира, что это... Я не знаю, это попрание, вообще попрание, ну, я не знаю, как после этого жить. Я не знаю, как после этого люди могут смотреть в зеркало на себя, зная это. Я не знаю, как русские либералы могут произносить эти грязные слова, что так чеченцам и надо, что надо их закрыть, там они дикие, да, что они бандиты и так далее. То есть это такая степень контраста, когда мы имеем дело с попранием истины и допущение вот этого вот свинства, которое позволяет себе командовать сегодня, да, и командовать умами там, что я, если честно, не знаю, как дальше этому миру существовать, если такое допускается. Я скажу свою субъективную
Сколько было крупных народов, и у всех были проблемы, и территориальные, такие, правовые, там, и ни один народ, крупные народы, вот Союзная Республика, не посмели выставить, а как в 1973 году русский народ на всю страну. СССР весь в шоке был. Да, Грозно вот этот митинг трехдневный. Да, зимой под бронспойтами нас и будущее. Да, этот народ заслуживает уважения. Очень большого уважения. Сколько было крупных народов, и у всех были проблемы, и территориальные, такие, правовые, там, и ни один народ, крупные народы, вот Союзная Республика, не посмели выставить, а как в 1973 году русский народ на всю страну. СССР весь в шоке был. Да, Грозно вот этот митинг трехдневный. Да, зимой под бронспойтами нас и будущее. Да. Это в шоке был. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Будьте оломасы. Всем доброй ночи, спокойной ночи.